Привет! Прежде чем начать это интервью, хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы попросили меня дать вам интервью. Я, честно, этот сайт очень люблю и читаю каждой статьи, они очень грамотно написаны, и, честно, было очень лестно получить такую просьбу. Что мне рассказать о себе? Меня зовут Зарипова Айдана, я родилась и живу в городе Жезказган. Это очень маленький город в центре Казахстана. Да, родилась 29 апреля 1999 года в семье. Я, сестра, мама и папа. Хобби... На самом деле хобби у меня не так много. Я веду видеоблог, делаю разные вещи, которые сбредут мне в голову. Они могут быть разной степени странности, но мне нравится этим заниматься. Рисую, если мои кляксы можно вообще назвать рисунками. Школу я уже закончила. На самом деле я выбрала место обучения, наверное, еще в 9 классе. Многие мои подписчики уже узнали, куда я собираюсь поступать, но все-таки хочу сохранить это в некой тайне. Кроме экзаменов в голову ничего не приходит. В основном это кей-поп, да, но я еще и большой поклонник казахской эстрады, и не только Тухсанбыр, я уже на протяжении 3 лет слушаю очень многих казахских исполнителей, и да, мне очень нравится. И на моем канале даже есть одно видео, посвященное именно казахской эстраде, так что да. Давайте я сразу расскажу эту некую историю всего этого. У меня есть сестра, она тоже кей-попер, и в 2014 году она закончила школу и, собственно, уехала в Алмату учиться. Все те новости, которые происходили в кей-попе, я всегда делилась своим мнением именно со своей сестрой, то есть я все ей рассказывала свое отношение к этому и все в этом духе. Мы, так скажем, делились своими мнениями. В тот год, когда она уехала, произошло очень много всего, и мне не с кем было поделиться всем этим. И вот я подумала, почему бы не создать видеоблог, посвященный такой узкой теме, как кей-поп. Изначально мои видео были только такими, то есть рассказывать свое мнение о той или иной новости в кей-попе. К счастью, этих видео уже давно нету, они давно удалены. Основная идея моего канала была именно в этом, то есть делиться своими мыслями насчет той или иной новости. Самое первое мое видео это было реакция на кей-поп клип. К сожалению, может и к счастью, это видео уже давно не существует, я его уже год назад как удалила. Если посмотреть на самое первое видео, там тоже стоит реакция, но это отнюдь не самое первое мое видео, и я и этого видео очень стыжусь и хочу его удалить, но все-таки не делаю этого, потому что это некое мое начало, и я сохранила это видео только по одной простой причине, чтобы люди увидели мой рост в плане видеоблогера. И если сравнить то мое видео и видео, которое я снимаю сейчас, ну, возможно, некоторые даже не увидят особо разницы, но, по-моему, рост какой-то есть. В основном на моем канале я разговариваю только о тех вещах, которые интересны лично мне. И да, людям это нравится, некоторым нет. С этим я уж ничего не могу поделать. Конечно, я только недавно начала воплощать какие-то свои идеи, и да, мой путь видеоблогера только начался, и я не буду заканчивать пока что. На самом деле можно много чего придумать, смотря на мой ник. Можно придумать какие-то разные, не знаю, мифы, но на самом деле все не так романтично. Первоначально мой ник на ютубе был прост Айдана Зарипова. И когда я пылесосила свою комнату, я подумала, что это слишком скучное название, и я переименовалась именно Boring Asian Girl. Если кто в танке, Moonlight, я так называю своих подписчиков, как бы самовлюбленно это ни звучало, но это название произошло от моего имени, то есть от первой части моего имени I, то есть Moon, и каждый мой подписчик это мой лучик света. Да, это было непередаваемое чувство, какие-то странные эмоции у меня были.
Было очень стрёмно читать свое имя в их интервью. Честно, когда я делала эти видео, я даже не задумывалась о том, что их посмотрят Тохсанбер. А если бы я это знала, я, наверное, никогда бы их и не выложила, потому что это слишком стрёмно. В основном, да. Я еще не так популярна, чтобы об этом заикаться. Как можно заметить по моим видео, я очень хорошего о них мнения. Я всегда ждала того момента, когда казахи додумаются сделать что-то подобное, но, признаюсь честно, я сделала огромный фейспалм, когда прочитала об этой новости. И я знаю, во мне нет логики. Моя самая любимая песня из этого альбома — это, наверное, «Қалай қарайсың». Я просто прослушала эту песню до дыр. Знаю каждый бит, все слова. Если я сейчас пою, то, боюсь, камера просто треснет, так что я, наверное, просто зачитаю рэп-партию Зака или Изи. Тұтып тыңдайды мен сенің әжең деп пау, ау, сенің денең іліңдеген бұл әуенгела аплаулауда, мойында сен ойыңды оппыңа оқығаным әп. Я бесталантная, окей? Тохсанбер, я вам желаю творческих успехов. Также вдохновляйте молодые умы на разные хорошие поступки своими какими-то действиями. Честно, лично я сама безумно вдохновляюсь с вас. То есть, как можно понять по моим видео, да, они не прекращаются. Лично меня вы безумно вдохновляете, и смотря на вас, я вижу, что нет недостигаемых целей, и если трудиться, можно достигнуть всего чего угодно. Возможно, вы этого не замечаете, но поверьте мне, людей, как я, вдохновленных вашими действиями, очень много, и продолжайте свой путь, никогда не сворачивайте с него и идите к своей цели. А Eagles я хочу сказать: йоу, люди, вы очень крутые. Давайте не оставлять Тохсанбер без внимания и всегда придумывать разные какие-то проекты для наших парней. К сожалению, так как я не живу в Алматы, я смогла поучаствовать только в одном проекте, и большое за это спасибо. Вы очень крутые все, и я очень счастлива, что вхожу в этот фандом. И да, всем большое спасибо за просмотр, и спасибо опять же сайту 91, что позвали меня на это интервью. Было очень интересно отвечать на эти вопросы. Всем пока!